Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас всех на вечернем эфире на телеканале Якутия-24. Проходит танцевальный конкурс проекта «Танцуй». Это наш второй сезон. Как и в первом, в каждой нашей паре у нас участвует любитель и профессиональный танцовщик-хореограф. Каждую неделю наши участники будут готовить лучшие номера по новым направлениям и радовать вас своим мастерством и талантом. 31 марта состоялось знакомство с нашими участниками, а сегодня уже начнется конкурс, победители которого станут две пары. Одна по мнению нашего компетентного жюри и по выбору вас, дорогие телезрители. Итак, наш конкурс начинает программа «Народный танец». Каждая пара выбрала танцы разных народов. Вот почему каждый народ танцует по-своему, да? И вот сегодня как раз мы это узнаем от наших участников. Ведь целую неделю они погружались в культуру, в традиции, выбирали страны и регионы, чей танец они сегодня представят нашим телезрителям. Посмотрим. Итак, давайте еще раз поприветствуем наших участников. Пара под номером 1 – это Евгений Атласов и Ольга Гаврилова. Пара номер 2 – Александр Трофимов и Олеся Маливани. Пара номер 3 – Валя Татаринова и Авакум Алексеев. Пара номер 4 – Катерина Платонова и Альберт Никитин. Алексей Семенов и Туяра Федорова. Пара под номером 5. Пара номер 6 – Дуалан Цепандин и Матрена Иванова. Михаил Сафонов и Анна Пальто. Это пара под номером 7. Пара номер 8 – Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Заключительная пара под номером 9 – Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Ну а сейчас, дорогие друзья, давайте узнаем, как же сложилось голосование за первую неделю. Вот, заметила то, что в самом начале был танец, и все народы как один сплотились и потанцевали наше Асохая. Аплодисменты всем нашим участникам, ведь их объединяет танец. Танец это объединяет всех. Дорогие друзья, мы напоминаем об СМС-голосовании. Чтобы поддержать свою любимую пару, нужно отправить СМС на номер 5533 с кодовым словом «Танцуй» и номером любимой пары. Напоминаем, что голосование длится до следующей пятницы 17:00. В прошлый раз члены жюри не ставили оценок, они лишь давали дельные советы нашим участникам, на что обратить внимание и так далее. В этом эфире наши члены жюри уже готовы выставлять им баллы, и коллегию нашего жюри представляет председатель жюри Дмитрий Егорович Артемьев, заслуженный артист России, народный артист Республики Саха-Якутия, солист Национального театра танца имени Кылола, член Союза театральных деятелей России. И вот я еще хочу напомнить то, что в течение эфира, друзья, мы голосуем за понравившуюся вам пару на приз зрительской симпатии 5533 с словом «Танцуй» и с номером вашей пары. И, господи, какие красивые дамы! Аплодисменты! Это Аина Александровна Герасимова, отличник культуры, руководитель хореографической студии «Пируэт», хореограф-постановщик «Мисс Виртуальная Якутия», «Мисс Республики Саха-Якутия», «Мистер Якутск» и «Мисс Новая Якутия». Виталина Викторовна Брылякова, тренер по спортивным танцам, хореограф и победитель в
паре с Александром Боштером первого сезона телевизионного конкурса «Танцуй» телеканала «Якутия-24». Ну, дорогие друзья, на наш паркет уже рвется пара под номером 1. Это Евгений Атласов и Ольга Гаврилова. Встречайте! Всем привет! У нас сейчас следующий этап, именно народный танец. Вообще народные танцы настолько обширные, яркие. У нас такая вот необъятная страна, мир, планета. Даже в нашей стране более 195 народов, кто не знал. Они все очень интересные, они богаты культурой, костюмами, своей историей. Просто очень интересно изучать каждый раз, когда ты прикасаешься к танцу, именно вот к подготовке. Ты как будто прикасаешься именно в ту эпоху, в ту национальность, которую ты представляешь. Это очень интересно, и мы пытаемся, вот наша задача с Евгением, хотим соприкоснуться именно к культуре того народа, которого мы выбрали, и которую мы сейчас вам покажем через танец. Репетиции идут хорошо. Как вы знаете, у нас был форс-мажор, так сказать, но, слава богу, у нас все получилось, появилась достойная замена. Спасибо большое, Оля, что ты согласилась поддержать меня, проект и пройти этот путь со мной. И я тоже очень рад, потому что этот человек мне очень хорошо помогает, все до деталей. Поэтому мы будем показывать шоу, будем стараться. Поэтому, ребята, вам всем понравится. Поэтому все всегда включайте каждое воскресенье 19:00 телевизоры. Смотрите, болейте, голосуйте за нас. Ну, за своих тоже, но лучше за нас. И мы, реально, честно, будем стараться изо всех сил и будем показывать все, что мы можем по максимуму. Русский народный танец «Эх, Варенька» в исполнении пары под номером 1. Это Евгений Атласов и Ольга Гаврилова. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Давайте послушаем наших судей, как они оценили ваш номер и что вам пожелают на дальнейшее выступление. Пожалуйста, Аина. Я всех поздравляю со вторым этапом нашего замечательного телепроекта «Танцуй», именно с народным танцем. Первый номер
русский танец. Мне очень понравился. Мне понравилось, что вы очень правильно использовали все пространство танцевальное. Немножечко мне не хватило богатства танцевальной лексики. Не хватило мне, потому что русский народный танец, он очень богат танцевальной лексикой. Вот. Мне не хватило немножечко контакта с партнершей, совершенно немножко. Хочу отметить, что Женя в хорошей физической форме. Трюковые элементы были на ура. Молодцы. Спасибо. Виталина Викторовна, пожалуйста. Ну, во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что выбрали именно эту композицию, так как в прошлом сезоне мы с этой композицией выиграли. Так что это хорошая заявочка на победителей. Хочу отметить прекрасную физическую форму Евгения. Хочу спросить у Ольги, как Евгений поддавался на репетиции дрессировки? С удовольствием и добровольно. Ну, действительно, как уже подметили, он в очень хорошей физической форме, у него хорошая база. Ну, то есть тренировки у нас прям с легкостью проходили, то есть друг друга с полуслова понимали, если что-то не так проговариваем, поэтому... Что-то вы говорите, а я это не слышим же, дамы и господа. Аплодисменты, и давайте подбодрим еще раз. И то же самое, наверное, микрофон. Поехали. Ну, как уже подметили, Евгений в хорошей физической форме, чуть подальше. Вот. У него хорошая танцевальная база своя, и у нас очень комфортно проходили все репетиции. Вот. Мы, если какие-то были моменты, мы все это проговариваем, и все, в принципе, как вы уже увидели, наш результат, думаю, получилось. Слушай, а что они мои вопросы спрашивают? Спасибо за ответ. Еще хотелось бы отметить, что благодаря этому танцу, именно вашей подаче, я очутилась прям на Кубани, в станице, прям расцвели цветочки, и солнышко загрело. Но также хочу отметить, что в этой постановке мне не хватило немножко уверенности. Первым выступать очень сложно, я это понимаю, сама проходила это. Хочу вас похвалить за то, что у вас удался танец на ура. И хотела отметить, чтобы в будущем у вас было больше уверенности, больше улыбок, больше ярких жестов. В целом мне номер понравился. Спасибо. Спасибо. Ну и председатель жюри Дмитрий Егорович, пожалуйста, выскажитесь. Добрый вечер, зрители канала Якутия-24. Добрый вечер, зрители проекта «Танцуй». Всем большой поклон, всем любителям танцевального искусства. Сегодня вторая неделя начинается, и всегда первым начинать всегда сложно. Так? Исполнителям, вообще всем тем, которые даже за кадром. Ну, народные танцы я очень люблю. Почти больше 40 лет я занимаюсь народными танцами. И в народных танцах душа народа. Русский танец в исполнении Евгения Ольги, в постановке Ольги, да, мне очень понравился. Ну, чувствуется удаль, да, казачья удаль, вот, добрая душа, шир русских просторов, природы. Физически очень, вот, Евгений, да, прыжок вот в растяжку очень хорошо исполнен. Тут надо хлопать, мне кажется. Потому что это даже профессионалам сложно. Ну, все вот хлопки, присядки, гусь, да, все вот элементы мужские очень хорошо исполнены. Вот. Евгений, я знаю, играем вместе вот как участника. Это проект Дома дружбы имени Кулаковского. Мне вот понравился номер. Тут, ну, я первым делом, как вот танцор, да, на пол. Да? И всегда боюсь, вот, скользко ли, не скользко ли так, да. Ага. И, ну,
трюки опасно даже вот исполнять, да, немножко тут, да, и есть все же у народа, например, русский танец так всегда должно быть прямо, да, а есть вот как же области есть такие, да, чуть-чуть сдержанные тоже есть. Так что спасибо началом. Ну что ж, спасибо. Это пара под номером 1 Евгений Атласов и Ольга Гаврилова. Ну а сейчас мы отправляем вас на интересную беседу к нашему Александру. Пожалуйста. Евгений, бурные аплодисменты. И вы добрались, конечно, ко мне. И сразу у меня есть микрофон. Итак, во-первых, хочу сказать то, что День народного танца, это, оказывается, друзья, 9 января. Вы знали? Теперь знаете. Вот, русский народный танец. Супер русский народный танец, это кипит у нас в крови. Русское народное танцевальное искусство, это предоставлено в виде народного самостоятельного или постановочного сценического танца. Для мужской пляски характерны удаль, да, вот ты показал нам эту удаль, широту души, показал широту души, показал широту души. Юмор, улыбается на тебе. Женский танец отличается плавностью, величавой и легким кокетством. Было кокетство, да? Было кокетство? Было кокетство, отлично. И русские танцы, конечно, являются неотъемлемой частью русской национальной культуры. Итак, друзья, во-первых, как вы, вот именно русский, именно Русь, как вы выбрали? Это было сообща или вот русский народный танец? Как? Спасибо всем большое за поддержку, спасибо за такие добрые слова. Да, тяжело выходить первым, еще и второй раз, но как бы все хорошо, да? Да. Русский народный, да, вот спасибо то, что отметили мою физическую форму. Это, наверное, связано с тем, что я выходец из мира фитнеса. Я как бы преподаю людям здоровый образ жизни и все такое. И да, это все у меня было с растяжкой связано. И решили, да, выбрать как раз-таки вот у тебя ты можешь это сделать, давай это сделаем. Я такой, ну давай сделаем. Да. Спасибо большое Ольге за терпение, так сказать, да. Вот, было чуть-чуть трудно. Вот, но я очень рад, мне просто это очень нравится. Вот это вот, как вот, спасибо, что уже отметили мои слова. Да. То, что я хотел сказать. Удаль, энергия, веселье, все вот это, да, хотел я передать. Понял, отлично. Ольга, вот как вам такой вот партнер? Тяжело ли с ним было, с его таким нравом, харизмой такой? Или все прям легко получилось, все как по маслу все пошло? Ну, моменты, конечно, были, это как бы нормально, но в целом все прошло легко. Все легко. Вот у вас была неделя, да? И первые 3 дня. Или все вообще по маслу все время, да? Все прошло. Ну, Или первые дня что-то было все-таки с ним? начнем с того, что мы приступили только через 3 дня. Только через 3, у вас было 4 дня на это все. Да. Все понял, отлично. Супер. Ну, в связи с форс-мажором, который уже сказали в интервью, поэтому мы начали позже остальных, но я думаю, для короткого времени, которое именно нашей паре далось, мы вот показали результат. Спасибо. И я вижу, у вас тут подруга, аплодисменты. Это их коллега Катерина, пожалуйста, микрофон, пожалуйста. Что хочу спросить, видела танец? Да, я видела танец. Всем Комментарии? здравствуйте. Хочу сказать, что мне понравилось, как ребята исполняли. Я потому что видела и репетиционные моменты, как уже вами было сказано, мы коллеги, с Евгением мы коллеги по фитнес-цеху, с Ольгой коллеги по танцевальному цеху. Вот, поэтому видела, как ребята работали, и они действительно работали очень усердно. И, как уже было Ольгой сказано, был очень короткий период времени для того, чтобы подготовить номер. Поэтому я лично считаю, что они справились на ура. Спасибо, Да. я Было бы чуть совершенно больше времени. согласен. Спасибо огромное, Катерина. Теперь, давайте мы сейчас узнаем оценки. Какие же оценки поставили нам наши жюри? Александровна, ваша оценка 6 баллов. Виталина Викторовна 7 баллов. И Дмитрий Егорович 8 баллов. Так, 21 балл в сумме набирает пара под номером 1, с чем мы ее поздравляем.
Ну и, конечно же, уже встречаем следующую пару. Это пара под номером 2. Александр Трофимов и Олеся Маливаник. Встречайте. Ну, скажу так сразу, что это не совсем будет национальный танец. Вот, все-таки мы решили его сделать немного более-менее в концепции шоу-номера. Вот, и я думаю, что это будет ярко, все-таки, чтобы это было смотрибельно. Ну и, мне кажется, когда в костюмах присутствуют какие-то меха, это очень даже дорого-богато смотрится. Основные сложности в том, что надо следить за руками, надо следить за своим лицом. Говорят же, в танцах все улыбаются, вот когда в телевизоре смотрим, там все улыбаются. Как бы не получается пока что постоянно улыбаться и контролировать руки. Это пока основная проблема. До серьезных и сложных элементов мы еще не дошли, но готовимся. Справляется отлично. Ну, очень даже помогает. Возможно, какими-то даже мыслями, идеями, то есть делаем все вместе. Потому что, да, вот, например, тот же самый народный танец для меня это, так скажем, другая специализация. Вот, то есть поставить, как я вижу, как хореограф, я это, возможно, поставлю. Вот, но какие-то технические моменты, то есть это не моя специфика. То есть мне приходится тоже что-то вот учить, дорабатывать. Как-то так. Кроме тебя никто мне не нужен. Без тебя падаю, как гамета. Тебя в этом танце кружит, будто ты унесенная ветром. Ты как водопад, я всюду искал тебя. Ведь ты прекрасна, как весна, и я готов утопать в тебе. А ты танцуй для меня. Северный танец, пара под номером 2, Александр Трофимов и Олеся Маливаник. Спасибо. Напоминаем, что голосование наше длится только в течение эфира, поэтому если хотите поддержать любимую пару и подарить им приз зрительских симпатий, голосуйте. Ну, а мы переходим к комментарию наших судей. Пожалуйста, начнем с Аины Александровны. Такой оригинальный, стилизованный северный танец я вижу впервые. Что хочу отметить? Давайте с хорошего начнем. Олеся, ты в прекрасной форме, у тебя шикарная фигура, очень необычный и красивый костюм. Я так думаю, что ты его придумала сама и сшила, видимо, сама, да? На самом деле, да. Сначала была совсем... Пожалуйста. Вообще сначала была немножко другая задумка, вот, но в ходе того, как он производился, так скажем, он получился вот таким вот. Ты большая молодец, что придумала такой интересный, оригинальный, необычный, стилизованный именно северный костюм. У Александра костюм
якутский, это не северный. Вот, так, по танцу музыка классная, музыка новая, поет Киджа, обожаю Киджа. Вот, но как я хотела, Лесь, в тот раз я тебе в эфире говорила, хочу тебя увидеть в другом амплуа, немножечко в другом. Это все классно, стильно, я знаю, что ты профессионал именно в своей стезе, но мне бы хотелось все равно увидеть тебя чуточку по-другому. По танцу лексики не хватило, потому что северный танец, это у нас что? Ну, вообще, да, сам по себе северный танец, это больше обращение к природе, к ремеслу тем, чем занимались раньше северные народы. То есть это оленеводство, рыболовство. Вот. Я понимаю, что вы сделали очень стилизованный танец. Это очень оригинально. Спасибо. Спасибо. Виталина Викторовна. Ну, хочу сказать, что танец прекрасен. Мне понравился микс народных танцев и бальных танцев, так как бальные танцы – это отдельно моя любовь на всю жизнь. Знаю, как специалист бальной хореографии, очень сложно ставить танцы, которые тебе не свойственны. К сожалению, сейчас тема эфира – это народный танец, и хотелось бы больше народного танца в вашей постановке. Но номер сам по себе очень прекрасен. Мне понравились костюмы, понравилась задумка. Еще хочу сказать, композиция тоже мне знакома, ее использовали в прошлом эфире. Это Любовь Клюкина и Вячеслав Ефимов. Тоже прекрасный танец был. Прям ностальгия по прошлому сезону у меня здесь сегодня. Спасибо большое за выбор композиции. В общем, без эмоций, точнее, без слов, одни эмоции. Хорошо, спасибо. Дмитрий Егорович. Александра, Олесю поздравляю. Очень оригинальный номер, красивый номер. Костюм у Олеси, да? Очень красивая, интересная. Ну вот у Саши, у Александра якутский костюм. Обувь тоже якутский. Но это тюркская немножко группа же, да? Отличие от северных танцев. Пластики, конечно, ну, у северных народов, ну, эвенки, да, чукотские, очень, как же, лексика богатая, они подражают чайке или там, да, олени, ну, к основному подражанию. Но в дуэте есть, чувствуется дуэт, да? Вот все же видно красота девушки, как-то так скромно, вот северного мужчины, музыка, киджа, да, и танец все же совместимо, органично, потому что это современный номер. Хороший номер, есть мужское начало, есть женское начало, и север все же есть. Не обязательно, что так, да, а чувствуем, что как-то скромность вот северных людей все же есть. Не такой вот открытый, да? Да. Народ в танцах иногда так бывает, да? Есть красота. Это очень важно в танце. Вот посмотришь, красиво же, так? Не поспоришь. Спасибо вам. Ну что ж, вот такие дельные советы получила пара под номером 2, и мы тоже отправляем их к Александру дожидаться своих оценок. Итак, Олеся и Саша, бурные аплодисменты. Ну, это, как я говорил, запахло бырпахом. И захотелось оладьи. Александр, держите пока. Истоками северного танца является близость к природе, восприятие окружающей природы как живого организма. Когда эти народы все вокруг одухотворяли различные явления природы, они наделяли духами хозяевами. Поклонялись тотемам своих родов, которые они представляли в виде различной рыбы, птицы и животных. Вот я, например, Саша, видел то, что ты делал вот так. Ты же это делал, это же птица. Да, это же была птица. совершенно А верно. когда Олеся забралась на тебя, это ты кто был? Ой, такой интересный вопрос. Да. Кто же я был? Кто же вы были? Ну, наверное, вы горделивый какой-то... Олень Олень северный. Аплодисменты! Да, отлично. Олеся, во-первых, это бурные аплодисменты за внешний вид, потому что наша Олеся
сделала это сама, руками, сама. Да, это не аренда, не покупная, это сама. А за сколько минут вы сотворили это чудо? За сколько минут? Поближе микрофон. Это было набегами. Набегами, ага. Сегодня столько, завтра столько. Ну, а в течение недели почему бы нет? Насчет танца, вот микс вообще шикарная тему выбрали. Пару слов о Александре, как у него с танцами, как у него с переходами, как он вас так поднял. На этой недельке немножко нам сложновато было, да? Так. Да, потому что, так скажем, хореография все равно была посложнее, Мгм. чем на прошлой неделе. Вот, но я считаю, что он справился. Мгм. Александр, можно, пожалуйста, вопрос такой. То, что вот Олеся преподает, якут, все у тебя в крови, вот иди. И Олеся преподает тебе те танцы, которые ты танцевал, когда тебе было в 6 лет. Каково тебе этого? Ну, каково, это было прикольно, было очень тяжело морально, потому что разум хочет так двигаться, а тело не позволяет ему. То есть нужна была заточка. Ну, она меня поддержала, дала наставление и, ну, вроде получилось. Вроде получилось. И я вам скажу, я смотрел отсюда, и у вас получилось. Аплодисменты, дамы и господа, есть. И, дорогие жюри, мы ждем ваши оценки. Алина. 5. Аина. Аина Александровна, пожалуйста, ваша оценка. Тоже 5. И Дмитрий Егорович. 7 баллов. 17 баллов получает пара под номером 2. Ну а мы встречаем следующую пару. Это Авакум Алексеев и Валя Татаринова. Пара под номером 3. Мы выбрали этот танец, потому что этот танец очень веселый, энергичный, техничный и очень пластичный танец. И для этого танца работают наши плечи, все мышцы группы работают, поэтому этот танец для нас по душе очень. Сложность в этом танце то, что он очень такой быстрый, надо все делать все быстро, и движения тоже такие непростые, и там еще есть элемент с плечами, он тоже такой сложноват для меня. Но я пытаюсь прям учить и что достойно показать на сцене. Меня успокаивает то, что Авакум рядом, и рядом с ним я чувствую себя более-менее комфортно. И музыка как-то меня успокаивает, и наоборот, душа танцует, и нет даже времени там стесняться. Ну, вся в танце.
Алексеев и Валя Татаринова. Монгольский танец под названием «Пронзающий ветром». Напомним, это пара под номером 3. Дадим ребятам отдышаться и послушаем комментарии наших жюри. Пожалуйста, Виталина. Очень стремительный, восхитительный, как степной ветер, быстрый и с ног сносит. Валентина, вы здесь прекрасные. На вас смотреть одно удовольствие. Аввакум – прекрасная постановка, очень уважительная к монгольским танцам. И показать, я увидела здесь и природу, и семейный очаг, и взаимодействие в паре было прекрасное. Единственное, чего мне не хватило, это раскрыть еще больше Валентину. Хочется, чтобы вы акцент больше выстраивали на прекрасной Валентине. Она может больше, я уверена, с такой харизмой, с такой улыбкой. Смотреть одно удовольствие. Танец прекрасен. Спасибо. Аина Александровна, пожалуйста. Здесь я прям почувствовала монгольский фольклор. Прям Аввакум молодец. Технически очень сложный, выдержанный, лексически очень правильно выстроенный номер. Все пространство танцевальной, всю площадку вы использовали по максимуму. Есть все элементы монгольского народного танца. Это основные элементы плечи, работа стоп, работа с предметом даже мы увидели, да? Прекрасные поддержки, трюковые элементы. Мне все очень понравилось. Вы большие молодцы. И я прям почувствовала, что я как будто бы оказалась немножечко даже в Монголии. Вот. Спасибо. Дмитрий Егорович. Спасибо, Валя Аввакум, за танец. Я много раз побывал в Монголии, много работал с монгольскими артистами, с ансамблем тоже, да. Ну, музыка очень хорошая, конь вороной, да, известная музыка. Постановка в плане этнографии, лексики, композиции очень грамотно поставлена. Спасибо Аввакуму. Ага. Есть очень сложный в техническом плане, в Аввакум исполнял тур и на колено, да? Это даже опасно. Ага. Вот единственное, что костюм хороший, да, вот грим тоже интересный. Вот, ага. Ну, есть вот женская тема немножко, вот, да? Закончили, пам-пам, вот начинается. Вот хочется участницу чуть-чуть выделить, потому что вот, да, и женская тема, а тут вот вы, как же оказаться наравне вместе, как-то так, да? Ага. А так вот Монголия, это вот степи широкие, да, и культ лошади, кочевники, вот это все есть, прямо ветер в степи. Найрамдал, дружба. Спасибо. Ну что ж, спасибо. Провожаем наших ребят к Александру. О, на вас посмотрите, вы как будто прям сенокоса к нам пришли. Аплодисменты! Аплодисменты! И такое ощущение, то, что, да, как наша Аина сказала, то, что мы были в юртах, да, и что мы заметили? То, что ты на коне прискакал за ней, взял ее, так сказать, да, потом вы что-то там выпили, и потом у вас голова такая пошла, и остались без колен. Аплодисменты, это было супер. Аплодисменты, было супер. Я отсюда стоял и переживал мои чашки, нежели твои. А как ты поймала? Потому что я видел в этот момент, ты последний момент только подняла глаз, а чашка уже летит на тебя, и ты такой, хоп, схватила такая. Ну, ага, расскажите, пожалуйста, про ваш танец. Как, что, во сколько, когда? Сам монгольский танец для меня очень близок. Для меня было легче работать, как бы, и ну, нам тяжело было в плане технических движений, плеч, особенно для Вали было тяжелее, потому что плечи работают всякая амплитуда движений. Так вот, и с чашками для нас это проблем не было, потому что никогда мы не роняли во время репетиции, да. Не роняли? Не роняли никогда. О, супер, аплодисменты. Даже на репетиции не пострадала ни одна чашка. Ага. Итак, Валя, после каждой репетиции ты приходишь домой, и массаж для плечей тебе нужен был обязательно. Как у тебя? Что? Плечи?
Ну, с плечами сейчас нормально. Вот первый день репетиции сперва очень болела. Я прям Да. страдала, приняла там горячую ванну, массажи делала. И вот в течение недели прошло. Вот в Нормально. целом танец очень энергичный, и по вашему дыханию видно то, что вы отдали полностью себя. И я вижу то, что с левой стороны стоят две очаровательные девушки. Это Ольга и Александра. Это подруги Вали. И посмотрите, пожалуйста, вот с баннером они пришли, аплодисменты. Пожалуйста, Ольга, пару слов. Вы у нас одноклассницы, как я понял. Одноклассницы Мгм. вместе учились во второй школе. Ага, как вам танец вашей Валентины? Очень энергичный, прямо передало народность всю. Почему она, а не я? Вот такое было. Я хочу кататься на коне. Ага. Аплодисменты, аплодисменты. И спасибо большое. И слово предоставляется оценке жюри. Слушаем вас внимательно. Да, пожалуйста, Аина, 7 баллов, Виталина, 8 баллов и Дмитрий, 8 баллов. 24 балла получает, 22 балла получает пара под номером 3. Это я хотела добавить им свои 2 балла, но, к сожалению, не могу. А на наш паркет уже спешит следующая пара. Это пара под номером 4. Альберт Никитин и Катерина Платонова. Ну, мне кажется, Катерине этот танец очень подойдет, и мы в этом этапе покажем себя. Для меня любой танец – это как гармония души, и так я обретаю именно душевное равновесие. А что касается испанского танца, мы знаем, что испанцы, они сами по себе такие страстные, да? Но мы очень будем стараться передать именно характер этого танца. Насчет выбора танца мне предложил мой хореограф Альберт, и я согласилась. Но мне самой тоже нравится этот танец, но я никогда не исполняла данный вид танца. За 4 года обучения в колледже по хореографии и многолетний стаж работы у меня появился навык определять, что больше всего лучше подойдет ученику.
испанский танец в исполнении Альберта Никитина и Катерины Платоновой. Напомним, это пара под номером 4. Давайте послушаем наших судей, как они оценили нашу пару и номер в целом. Пожалуйста, Аина Александровна. Испанский танец. Хореографы обычно говорят, чтобы танцевать испанский танец, нужно быть немножечко испанцем. В этом номере мы увидели, что вы перевоплотились в испанцев, в их историю. Очень музыка ритмическая, очень активная, страстная, да? Я уже поняла, что Катерина любит красный цвет энергии. Видимо, твой любимый, да? Это классно. Я тоже очень люблю красный цвет. Вот. Спасибо за постановку, Альберт. Мне немножечко не хватило лексики танцевальной, именно богатства лексики. Мне чуточку не хватило еще больше страсти, еще больше эмоций. И, Катерина, чуть-чуть взгляда на партнера мне не хватило. Спасибо. Спасибо. Виталина. Хочу сказать, очень рада видеть Альберта, так как в прошлом сезоне мы были соперниками. Я очень рада увидеть сейчас тебя. И хочу сказать, как хореограф ты справился на все 100. Мне очень приятно смотреть на Екатерину, на ее руки. Я смотрела только на руки, на корпус, очень зажигательный танец. Екатерина была просто прекрасна в этом танце. Большое спасибо за танец. Спасибо. Ну и Дмитрий, ваше слово. Спасибо Катерине и Альберту за хороший, шикарный номер. В самом-то деле, вот за неделю, да, выучить, поставить танец очень сложно. Я думаю, они справились. У Екатерины есть вот так вот внутренняя драматургия. Это очень важно в вот испанском характере. И отличный концертный номер. Спасибо постановщику и исполнительнице. Спасибо. Ну что ж, провожаем нашу пару к Александру на интересную беседу. Встречаем бурными аплодисментами Катерина и Альберт. Ну, этот танец можно спокойно назвать 18+. Это что ж такое? Вай. Это прям огонь, страсть, да? И хочется сразу вопрос. Вот когда, Альберт, вы ее туда таскали, нормально? Вот это вот, там прямо там, ага, все хорошо? Танец, пару слов про танец испанский. Ну, что сказать? Мне кажется, мы справились на все 100. Сегодня выложились на полную. Первые дни, конечно, сложно было. Я сам выбрал испанский танец и, подумав, оказывается, я уже лет 10 не танцевал испанский танец. И вот, да, придумывать лексику, да, сложновато было. Ну, я думаю, мы справились. Да, и это судьи это оценят, и зрители тоже довольны, да? Отлично. Катерина, вот помните, я говорил то, что красный цвет мне очень нравится. Вы это специально? Да, специально это для вас. Да. В первом выпуске Катерина стояла вся в красном, и я ей сказал то, что вау, все, вы теперь моя женщина, моей мечты. И вот специально вот для этого и Испания. Итак, к нам здесь подошла очаровательно. Давайте познакомимся. Угу. Микрофон, пожалуйста. Всем Это здравствуйте. сестра Алена. Я сестра Катерины, Алена. Мне танец очень понравился, он очень яркий, такой страстный, и вообще пара очень классная. Самый яркий танец, как и моя сестра. О, да, есть, отлично. И самый-самый страстный момент, это когда вы так, хоп, так, да? Нос к носу, это как икопорт, да, вот это вот отлично. Итак, слово нашим жюри, пожалуйста. Да, пожалуйста, переходим к оценкам. Аина Александровна. 5 баллов. Виталина. 7 баллов. И Дмитрий. 8 баллов. Наша пара под номером 4 набирает 20 баллов, с чем мы их поздравляем и провожаем. И встречаем следующую пару. Пара под номером 5. Это Алексей Семенов и Туяра Федорова. Но мы долго думали, хотели разные другие варианты,
рассматривали, да, и потом выбрали все-таки японский. Потому что Япония — это мудрость, мы все-таки не молодежь, поэтому выбрали более степенный образ самурая и образ гейши. Алексей в молодости занимался спортом, кикбоксингом, как он мне рассказывал, и я сразу вот об этом подумала, и у него все равно в памяти, мышечная память и вообще спортивное прошлое дает о себе знать, и поэтому максимально использовать все его возможности. В принципе, я посмотрел там, движения основные самураев, танц вот этот японского мужской стиль. То, что у меня гибкость сохранилась с того периода, с того возраста, когда я очень активно и долго занимался спортом, восточным единоборством. Вот это, в принципе, помогает. Туяра нам все подсказывает, поправляет. Вот, и чтобы вот эти вот все вот движения, там, они как бы связаны и с восточными единоборствами, и с японской культурой, чтобы они как-то перетекали в танец. Вот это, в принципе, это очень интересно. Ну, думаю, получается. Вообще, сам я по себе в жизни не очень учился. Вот с возрастом я стал более серьезным. Но, я думаю, мне особо в образ не нужно будет входить. Вообще, японцы, они сами по себе более такие степенные, сдержанные. Ну, в принципе, нужно как-то соответствовать их культуре, ну, этому народу вообще. Японский танец Скинераби – это пара под номером 5. Алексей Семенов и Туяра Федорова. Ваши аплодисменты.
Спасибо ребятам и послушаем комментарий наших судей. Пожалуйста, Виталина. Очень страстный оказался танец. От любви до ненависти один шаг. Кульминация номера мне показалась очень неожиданная. Я думала, здесь будет любовь, а тут оказалась даже ненависть где-то. Вот. Хочу отметить костюмы, прекрасные костюмы, подача номера, эмоции были прекрасные, переданы японский фольклор. И хочу отметить, что это не китайский, на мой взгляд, прям настоящая Япония. Хочу сказать, чтобы Туяра больше уделяла внимание Алексею в танцах, чтобы он больше, может быть, солировал, больше, может быть, с вами взаимодействовал, чтобы Алексей просмотрелся намного ярче, потому что у Алексея большой потенциал, и он может еще больше раскрыться в этом проекте. А так номер бесподобен. Спасибо. Спасибо. Аина Александровна, пожалуйста. У меня такое ощущение было, что я прям погрузилась в японский фольклор. Именно вообще в якутском фольклоре же он не делится на танцевальный, театральный. И вот здесь вот мы увидели это все действие прям воочию. Это сочетание и костюмов, и сюжета, и драматургии, и полностью всего образа в целом. Мне очень... Вот буквально вчера я смотрела мой любимый фильм «Мемуары гейши». Выход Туяры прям... Это вау. Это вот, ну, все знаете, да, «Мемуары гейши»? Шикарный фильм, шикарная экранизация. И немножечко я вспомнила, помните, раньше был сериал, который назывался «Сёгун». Вот, театр кабуки, вот что-то в этом, ну, вот в образе Алексея вот это вот веяние, дыхание Японии четко прослеживалось. Я в восторге от номера, в восторге от хореографии, от творческой индивидуальности, все в совокупности. В целом супер. Спасибо. Ну и Дмитрий Егорович, пожалуйста, вам слово. Это единственный номер пока, где есть сюжет, да? Да. Драматургия. Спасибо Алексею Туяре. Грим, костюм, очень вот полный номер, да? Музыка, ну, по темпу тоже вот меняется, да? И есть ритуал поклонения к оружию, да? Я работал когда в проекте «Россия-Япония» вместе с дирижером Мико Ямамото, тогда с Японии приезжали Нхуен Буё, народники, да, и я на сцене Станислав Юрьевича Данченко, и в Саратове я работал, и вот немножко я знаком, да. Вот они вот танцевали подмостки, да, и вот это подмостки всегда говорили, никто не ходит, тут боги ходят, говорят. В Японии вот танцоров так уважают. Ага. И, ну, философия это Япония, да, страна восходящего солнца. Вот, конечно, мне очень наоборот понравился, вот есть недосказанность. Остается вопрос зрителю, что случилось, почему так, да? Вот. И сюжетный, драматургия, исполнение, все есть, да? Все вот компоненты танца, постановка, исполнение. Вам большое спасибо. Спасибо нашим судьям за такой комментарий. Провожаем нашу пару. Это пара под номером 5 к нашему Александру. Прекрасные цветы, аплодисменты. И, как мы видим, сзади у нас стоит армада. И, во-первых, сразу хочется спросить, это была история, кто помоет посуду вечером? Или что это? Это было круто, это было круто. И сразу же, пожалуйста, я хочу дать микрофон. Кто вы, юноша? Здравствуйте, звать Станислав. Мы с Алексеем ходим в одну танцевальную школу Dance Empire Пети Борисова. Алексей очень замечательный, энергичный человек, прекрасный организатор вообще. Туяра танцует просто замечательно. Спасибо огромное, спасибо большое. Мы здесь видим старшую дочку. Аплодисменты.
старшая дочка Алексея. Пожалуйста. Да, я его одна из старших дочерей, меня зовут Диана Семенова. Я очень рада, что мой отец занимается саморазвитием, и у него есть занятия, которые он любит. Мгм. А когда папа дома злится, он также... Нет, все нормально? Нет. Уроки кто сделал? Нет, все нормально? Все Всё нормально. Все отлично. Итак, дальше мы передаем микрофон. Это Туяре. Здравствуйте, мы племянницы нашей Туяры. Я в восторге от этого номера. Очень красивый, насыщенный, прям яркий. Понравилось очень. Нет Понравилось. слов, молодцы. Очень хорошо. Пожалуйста, микрофон. Как вам танец? Вот понравилось то, Ага. что вот в конце Туяра, она упала. Да, очень эффектно. Это обязательно, вот думали, это вот японская девочка в конце каждого фильма почему-то падает. Да вы заметили, да? Это... Самурай никогда не падает, а вот девушка падает. Это характеристика. Отлично. Итак, пожалуйста, я хочу дать микрофон. Ага. Алексей, пожалуйста, почему именно японский стиль? Ну, японский стиль. Мой руководитель Туяра выбрала. именно это. И вы полностью Она сразу- предложила, рассказала сюжет, и ну, я согласился, в принципе, думал, справлюсь. Но, нет, вы и справились, да, дорогие дамы и господа, да, справились. Ну, и- да. Эмоционально надо было выложиться, в принципе, да, вроде получилось. Не, эмоционально вы тут кричали, дай боже, чуть. Да? Скоро не Надо приехала. будет да. посмотреть потом. Обязательно. Туяра, вот можете держать, потому что на букет, да, вот. Как вам ваш самурай? Не попал ли своим кинжалом, Ну, катаной? вообще, Япония — это сдержанность, да? Мы Мгм. этим танцем хотели показать, что любовь бывает разной. Вот в данном танце любовь гейши к самураю, да? Мгм. И эта любовь никогда она не свершится, но они попытались. И танец называется «Призрачная любовь». Вот в названии все сказано. История очень красивая, нам очень всем понравилась. А теперь мы узнаем, понравилось ли нашим членам жюри. Аина Александровна ставит 8 баллов. Дмитрий Егорович 8 баллов. И Виталина Викторовна 7 баллов. Пара под номером 5 набирает 23 балла. Это Алексей Семенов и Туяра Федорова. Поздравляем их и встречаем следующую пару. Пара под номером 6 это Дуалан Цыпандин и Матриона Иванова. Встречайте! Наш танец венгерский, он несложный. Я учусь в АКИ, и этот танец в программу входит только в 3-м курсе. Движения веселые, энергичные, и Долан быстро научится. Танцевал народные танцы, вот, якутские наши. И для меня что-то новое, новый опыт тоже. Вот, впечатление тоже, новые движения. Я думаю, танец несложный. Большие броски, прыжки. А этот танец не похож на якутский.
Цепангин и Матрена Иванова с венгерским танцем. Это пара под номером 6. Дорогие друзья, а мы хотим отметить, что пара под номером 3, это у нас Валя Татаринова и Авакум Алексеев, получили у нас 23 балла. Не 22, как мы огласили. Ну, а сейчас переходим к нашим судьям. Пожалуйста, давайте послушаем Аина Александровна. Венгерский танец очень ритмичный, техничный. Долан молодец, умница. Но знаешь, что я тебе скажу? На репетиции было лучше. Что пошло не так, я не знаю. А во-вторых, если даже ты ошибся, чуть-чуть не получилось, да, или что-то забыл, никогда не показывай виду, что ты где-то ошибся. Так как должно быть, так должно быть. Никто из зрителей не знает. Ни телезрители, ни зрители. Поэтому не бойся. Хорошо? Не стесняйся, не бойся. Чуть-чуть где-то ошибся, незаметно должно быть. В будущем, Матрена, такие моменты надо учитывать. И говорить, это мастерство хореографа. То есть без хореографа второй партнер должен отрабатывать на все 100%. Итак, молодцы. Спасибо. Дмитрий, пожалуйста, вам слово. Спасибо Долану и Матрене. Венгерский танец, венгры на самом-то деле это тюркский народ же, да? И сегодня вот вечер народного танца и вот настоящий народный танец. Я услышал, что Долан работает РБ2, да? Ага, я хочу просто, пользуясь моментом, передать большое спасибо РБ2, отделение травматологии, да? Только благодаря хирургам, вот, всем работникам я танцую, продолжаю свою деятельность. Вот, и очень сложная работа. И еще вы танцуете, это очень большой плюс. Ну, все, и есть танцы, да, вот есть и венгерское заключение, или, да. Можно было, конечно, чуть краше костюма, что ли, да, либо чуть выше, чуть ниже, не знаю. И народный танец это ну, как-то так, да, душа поет, да. И вот Долан можно было чуть-чуть вот веселее, хорошо. Эх, танцевать вот легко. И когда вот в народном танце душа танцует, иногда технику, какие-то ошибки вот не замечаешь. Вот. Спасибо большое за хороший танец. И Виталина, пожалуйста. Хочу сказать спасибо за такой прекрасный танец. Мне он, на мой взгляд, очень понравился. Зажигательный, энергичный, интересный. За вами смотреть и восхищаться только, как вы танцуете. Единственное, что бы хотелось пожелать Дуалану, это то, чтобы хотелось бы больше улыбки, больше взаимодействия, именно мимики со зрителями, с партнершей, с прекрасной Матреной. То есть технически очень все выверено, все правильно, пластичность присутствует, что мне очень нравится, прекрасная. Особенно заметила, когда был танец диско, правильно, на прошлом эфире. Очень сложный был танец, технически поставленный. Вы, Дуалан, все справились на 10 из 10, что очень приятно. Матрене единственное хотелось бы пожелать, чтобы больше прокачать партнера в харизме, чтобы он харизму показал наружу, какой у него есть. Харизма есть, потому что есть харизма. Полностью согласна. Да. Ну что ж, спасибо. Отправляю вас к Александру ожидать ваших оценок. Дуалан, ему те бурные аплодисменты! И они отправляются ко мне. Популярности венгерских плясовых мелодий немало способствовали музыкальные произведения великих композиторов, такие как Брамса, Ференста Листа, Шуберта. А самый известный танец Венгрии — это, конечно же, у нас чардаш. Все правильно скажу? Да. Ага. Дуалан, у меня один вопрос. Вот в первый раз, когда мы с тобой увиделись, когда танцевал, я тебе подошел и на ушко шепнул: улыбайся почаще. Ты, походу, это не услышал. Во время танца, как думаешь, это стиль не улыбаться или ты сам такой неулыбчивый? Как думаешь? Или стоит улыбаться? Или венгерцы не улыбаются? Почему не улыбаешься? Вот один простой вопрос. Почему не улыбаешься? Может, что-то случилось, может, там поработать, что как? Микрофон. Мне сложно. Сложно улыбаться?
Ну, я работаю над этим. Работаешь над этим. И в следующей неделе ты обещаешь нам и телезрителям то, что ты улыбнешься и ослепишь всех в гостей студии всеми 32 зубами. Итак, я видел вот твое одно движение. Это вот 2 пальца ты вот сделал, 2 пальца. Я вот даже покажу. 2 пальца ты сделал вот так и прыгнул вот так вот. Это типа... Зарплата у меня вот такая? Или что это? Это вот хорошее движение. Я обязательно повторю это с женой. Повторяйте это движение 2 раза в неделю, и спина у вас не болит. Аплодисменты. И я вижу нашу красотку. Мотя, пару вопросов у тебя. Матрена, что вот во время мероприятий, вот я знаю то, что у вас вот неделя отведена, но у вас не получилось неделю. Ведь так? Нет. Да, расскажите, пожалуйста. Во-первых, Дуалан работа, и я в Усалдан ездила выступать. Выступать в Усалдан. И поэтому нам только 3 дня было. И за 3 дня вы сделали вот это вот. Отлично. Аплодисменты, дамы и господа, аплодисменты. И я вижу, здесь стоит прекрасная Анидора. Это коллега Дуалана. Пожалуйста, вам микрофон. Здравствуйте. И я вижу то, что вы болеете прям за Дуалана, вы держали тут за кулачки, да. И расскажите, пожалуйста, про коллег. Все ли прям в шоке то, что вот наш Дуалан-то прыгает вон в Якутии 24? Да, все в шоке. Все в шоке? Да, очень красивый танец. Ну, мне понравилось. И что можно ему сказать или что ему предложить, чтобы он чаще улыбался? Может, на работе, вот завтра вы встретитесь на работе и прям, может, всем коллегами вот так построиться, это Дуалан, смейся, или там улыбайся почаще. Скажите тогда, да, подбодрите конечно. Вашего Дуалана, чтобы он смеялся. И, конечно же, мы смотрим на вас, члены жюри. Пожалуйста, ваши оценки. Аина 7 баллов. Виталина, пожалуйста. 7 баллов. И Дмитрий 7 баллов. Пара под номером 6 получает в общем количестве у нас 21 балл. Поздравляем нашу пару под номером 6. И на наш паркет уже бежит следующая пара. Пара под номером 7. Это Михаил Сафонов и Анна Пальто. Встречайте. Всю неделю мы занимаемся подготовкой народного танца. В это воскресенье народный танец, номинация «Народный танец» мы определили с Михаилом еврейский. Почему еврейский? Ну, во-первых, нам сказали не повторяться, чтобы танцы были разнообразные. Ну, а во-вторых, это танец с такой довольно-таки интересной историей. И он танцуется и медленный, и быстрый. Поэтому в своем танце мы попытались соединить начало медленное и с убыстрением. Движения сложные для человека, который не танцевал никогда. Для него это целая Америка. Мы открываем с Михаилом для него Америку, да. Поэтому, но ему нравится, он работает, он в этом отношении очень упертый, он старается, чтобы у него получилось хорошо. Ну, я надеюсь, у нас получится. Танец – это маленькая жизнь. То есть каждый танец – это какой-то сценарий, то есть это из жизни. Это, возможно, жизнь какого-то народа. То есть мы сейчас готовим народный танец, то есть, соответственно, это вложено самим народом в этот танец, их душа, их поэзия, даже хореографическая, но поэзия. То есть люди, они, танцующие люди, они вложили туда свою душу. И также надо ее и показать красиво. Ощущения очень новые, во-первых, меня, и до этого вам говорил, как медведь с берлоги вытащили. То бишь у меня получается сейчас физическая нагрузка идет после этой зимы. Ну, одно радует, что солнышко, тепло, весело, задорно. Мне понравился коллектив, весь танцевальной группы. То есть все пары очень приятные люди, приятно общаться со всеми. То есть получил новое знакомство, новые ощущения. Прихожу на обед, вместо того, чтобы обедать полноценно, быстро перехватил, перекусил, и как будто тебя со двора кто-то кричит: «Миша, выходи гулять, пойдем гулять». Это вот ощущение детства. То есть, получается, ты идешь, как будто бы тебя кликнули с детства, и ты обратно вернулся в это же детство, когда неумолимый темп вот этого вот постоянного движения.
Еврейский танец в исполнении пары под номером 7. Это Михаил Сафонов и Анна Пальто. Аплодисменты. Ну, давайте перейдем сразу к нашим судьям и послушаем их мнение. Пожалуйста, Виталина, ваше слово. Хочу сказать, мои родные земляки. Хочу сказать, что здесь танцует мой учитель Анна Викторовна и частично мой ученик Михаил, что вдвойне усложняет задачу оценить танец, потому что танец прекрасен, зажигателен, даже такой драматичный в начале, интересный. Я, честно, не видела доселе еврейский танец. Технически очень ровный, спокойный. Выбор танца и хореография Михаила раскрыла еще больше. У меня есть вопрос. Сколько было репетиций и тренировок? Кто ответит? Репетиции начались со вторника, ну и по сегодняшнее утро репетировали 2 раза в день. Но так как человек не танцующий, и выучить еврейский за неделю для меня и для него это в первую очередь, это, конечно, подвиг. Я думаю, вы справились на все 100 с этой задачей. Прекрасный номер. Спасибо. Спасибо. Аина Александровна. Еврейский танец всегда очень связан с традициями, с религией. Технически он довольно-таки сложный танец. Здесь лексики мне не хватило танцевально, именно богатой лексики не хватило. Чуточку не хватило мне, как вы использовали танцевальное пространство. Мне хотелось бы, чтобы вы больше перемещались именно по пространству. Михаил, молодец, но вы можете еще больше. Я в вас абсолютно уверена, я знаю, что вы можете больше. И сегодня, между прочим, на репетиции тоже было намного лучше, чем сейчас. Я вам так скажу. Вот Анна большая молодец. Натягивайте, натягивайте, Михаила. Не бойтесь, не облегчивайте ему задачу. Сложные делайте сложные. Пусть делает сложные элементы. Он справится, 100%. Он 100% справится. Угу. Спасибо. Ну и Дмитрий Егорович, пожалуйста. Михаил и Анна, большое спасибо за еврейский танец, жизнерадостный танец, да? Сюжетный танец. Мне очень понравился. Мы знаем вот еврейскую культуру, как вот Шалом алейкум, ТВ, Занатевки, или вот все, наверное, 7:45, да? Всегда вот жизнерадостность есть у народа, стремление жить, да? И есть дуэт, да? Вот мужское начало, женское начало, и есть немножко вот несинхронное исполнение некоторых, ну вот эти, да, комбинаций, но он работник Саханефтегаза, да? Если Саханефтегаза работники так танцуют, наверное, то вы большие молодцы, потому что вот мелкая техника, да, самая вот сложная. Иногда трюки можно делать, да, а вот мелкие вместе синхронно исполнять очень сложно. Вы это осилили, есть вот жизнерадостность, есть дуэт, да, и вот в костюме тоже очень выдержано. Лишних ничего нету. Вот эти вот шапочки есть, да? Вот, да. Вот я всегда, как эта вот шапочка не падает, всегда как-то вот держится, всегда так, да? Есть вот ортодоксальные евреи, вот с шапочками есть, ну, да, бакенбардом бывает. И хореограф, когда вот на возможности исполнителя ставить, да, это тоже большое умение. Вам спасибо большое за жизнерадостный танец еврейский. Ну что ж, дорогие друзья, а мы сейчас прерываемся на короткую рекламную паузу, но скоро уже вернемся, поэтому не переключайтесь и следите за нашими парами. Итак, аплодисменты нашим Михаил и Анна. Еврейский народный танец. Самый известный
известными жанрами еврейского танца является израильский танец, сочетающий в себе различные формы, включая балетные, праздничные, как хава, нагила и круговой еврейский народный танец хора, популярный на свадьбах и религиозных обрядах. Вот сразу скажите, пожалуйста, гости дорогие, то, что вот когда началось вот хава, вы же все напевали, как и я, да, мы стояли вместе, все хором пели, аплодисменты, мы хор теперь, да. Есть, отлично, супер. И, как я вижу, слева от меня целая армия стоит, и давайте с ними познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Юлиана, я дочка Михаила. Вот, я очень горжусь своим папой, то, что он согласился на этот шаг. Вот. Так что вот так. Спасибо, спасибо большое. Здравствуйте всем. Меня зовут Валентина, я старшая сестра Михаила. Да. Я тоже очень рада за него и глубоко удивлена, и что он согласился на такую, можно сказать, авантюру. Да, и после такой проходки русской в первом этапе они сделали очень такой мощный, быстрый танец. Но я так думаю, чем дальше, тем лучше. И мы в него верим. У него все получится. Спасибо. А это у нас выпускницы ДШ Жатая. Это Анна, ваши. Так, познакомимся. Меня зовут Виталина, я выпускница детской музыкальной школы. Поближе микрофон. Мне танец очень понравился. И я горжусь Анной Викторовной, что она вообще согласилась здесь участвовать. Анна Викторовна очень хороший педагог и профессионал своего дела. Я всегда восхищалась ей с самого раннего возраста. Всем здравствуйте, меня зовут Карина, я выпускница детской школы искусств, окончила 7 классов. Мне ваш танец очень сильно понравился, я смотрела даже первую серию, русскую проходку. Вот. Насчет Анны Викторовны, она очень добрая и хорошая. Несмотря на ее строгость на уроках, все равно мы ее очень сильно любим. Не, ну, И мы хотим пожелать... преподаватель, вот насколько она строга? Ну-ка, давайте об этом. Ну, не настолько сильно прям все строго, потому что иногда на репетициях мы можем душевно поговорить. Это самое главное. Все девочки любят Анну Викторовну очень сильно. Вот, и желаем всем нашим коллективам только победы. И все. Отлично, супер, отлично. Да, Михаил, вот что я вас вот видел в первый, что вот второй раз вижу, вот ни капельки волнения, заметили? Вот человек просто кайфует от того, что он делает, аплодисменты. Потому что в других участников я вижу, чувствую, когда они рядом стоят, волнение, да, вот этот маленький, как говорится, мандраж. Ну, а у Михаила этого нету. И вы, вот удалось 7 дней. Вот вы каждый день репетировали вот этот танец? Ну, всем здравствуйте, во-первых. Ну, хочу сказать, что из 7 дней понедельник у нас выпал, потому что лежала ногами кверху после этой репетиции. Да. А так, конечно, репетировали вторник, ну, со вторника начали, по сегодняшний день репетировали. В этом случае, да, я Анну гонял, потому что, Аня, говорю, я в первую очередь не хочу тебя опозорить в танце. Не то, что я, ладно, а чтобы тебя не подставить в этом случае. Ну, вот как бы вот так тут. Ну, и получалось, что с утра встаешь, вроде бы как неохота, а знаешь, что надо, и идешь. Михаил, ну, одним словом, молодец, молодец. Аплодисменты, Михаилу. Анна, как вам такой еврейский танец? Как это все прошло? Быстро ли обучался Михаил? Удавались ли все мелкие вот эти вот элементы? Вот скорлупу взяли, вот эту мозаику сделали, все ли получилось все? Да нет, конечно. Получается, мы не ищем легких путей. Так, да. Решили, что если в первом туре мы показали спокойный танец, я решила, что второй танец все-таки мы что-нибудь сделаем энергичное, да. Ну и так как, мне кажется, Михаилу очень идет еврейский образ, да. И вообще еврейский танец сам по себе мне очень нравится, мы решили взять его. Трудностей, да, все правильно сказали, очень трудно, мелкая работа. Ну, справлялся, старался, ну и вот результат.
Ну вот, если вот так пойдет дальше, то на следующей неделе мы увидим, как Михаил уже крутится на голове, дамы и господа, и мы, конечно, будем это ждать. И слово передается, конечно, нашим членам жюри. Пожалуйста. Аина Александровна, 5 баллов. Виталина. 7 баллов. И Дмитрий. 6 баллов. Пара под номером 7 получает 18 баллов, с чем мы их поздравляем и провожаем. Ну а сейчас мы встречаем пару под номером 8. Это Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Встречайте. У каждого народа есть свой танец народный. У всех он, абсолютно у всех, он по-своему красив. Танцы, они показывают свою культуру, традиции, свою колоритность, свои костюмы. Проект как раз покажет, кто из участников больше смог передать, наверное, все это. Вместе с Настей, она как хореограф делает постановку танца, я же добавляю какие-то движения. Мы думаем вас удивить очень сильно, показать всю красоту этого народа, всю мощность, вот эту, всю энергетику. Каждый наш шаг, движение будет прямо восполнять, не знаю, энергии этого народа. Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Кавказский танец. Напомним, это пара под номером 8. Аплодисменты и послушаем наших жюри. Аина Александровна. Я очень рада, наконец-то вы друг друга увидели. Платок с первого этапа, лейтмотив у нас сохранился. Это я увидела. Очень рада этому.
Вообще кавказские танцы — это всегда внутренняя какая-то харизма, энергия, страсть, вот эта вот кровь. Да? У Руслана, естественно, это все есть, у него это просто в крови. Понятно. Настя, сегодня я смотрела на тебя, и ты действительно показала всю красоту, грациозность, терпимость, гордость кавказских женщин. Это было очень нежно, это было очень красивые руки. Это все я увидела. И в конце вот эта вот фишечка, да, то, что ты попробовала сделать именно мужскую вариацию, мне очень понравилось. Я в восторге. Молодцы. Спасибо, Дмитрий Егорович. Можно я еще спрошу один вопрос? Кстати, все же спорят, да, историки и хореографы, кто же все-таки первый создал кавказский танец? Руслан, как вы думаете, по вашему мнению? Дагестанцы. Ну что ж, спасибо. Дмитрий Егорович, пожалуйста. Спасибо, Настя, Руслан. Сегодня вот опять же повторюсь, что День народного танца, да? Ага, и вот музыка, лексика, все вот народного танца, все есть. Немножко вот как же, ну, Кавказ гордый народ, в Дагестане тоже я был, чеченским ансамблем в войнах я 1,5 месяца 2 раза работал во Франции. Ну, и вот костюм, может быть, немножко я не понимаю, да, Настя, да, и красный платок, и вот обувь немножко, да, ага, ну, за неделю все это шить, да, найти, наверное, очень сложно, но есть вот эти мелкие комбинации, последние вот и синхронность, да, есть начало танца, есть конец танца, есть история, гордый народ, вот, да, и спасибо, то, что вот я как будто побывал, вот горы, да, сдержанный народ, темпераментный, спасибо вам большое. Спасибо, Виталина. Шикарный номер. Руслан, вы шикарны в этом номере. На вас смотреть одно удовольствие. Анастасия, очень рада тебя видеть. Тут увидела прекрасное сотрудничество. Это ученика и хореографа. Ощущение было, что вы у друг друга учились. Раскрыли друг друга по-новому. Для Руслана, я думаю, это как зона комфорта. Желаю в будущем выходить из этой зоны комфорта, искать что-то новое для себя, раскрывать себя с другой стороны. Взаимодействие в паре прекрасное. Взгляд, жесты, работа со сценой. Единственное, тоже с костюмом. Мне хотелось увидеть Анастасию в женском образе. И нет, это нормально. Что? Скажите? Очень долго думали насчет этого. Извиняюсь, что перебил. Женский должен быть в платье, у него не получилось бы вот этой фишки мужской партии именно. Хотели все показать. Понятно. Но с этой точки зрения все удалось. Прекрасно. Мне очень номер понравился. Благодарю. Ну что ж, это пара под номером 8. Александр, встречай нашу пару. Кавказская лезгинка явилась миру в горах Дагестана, и именно здесь находится ее родина. И, конечно, это не просто танец, это эталон статности, красоты и благородства. Аплодисменты, Руслан и Анастасия. И сразу хочется у вас спросить, какой размер вашей ноги? 35-й. 35-й. 35-36. Как ты лох так, чуть до его даже быстрее, чем Руслан даже. Аплодисменты, как это было здорово, как это было огненно, задорно. И хочется спросить одно. Вот у вас уже есть как мастер этого стиля, а вы как с этим справились? Ну, на данном этапе я для себя открыла что-то новое. Мне никогда не приходилось еще танцевать именно кавказский, да, лезгинку. И вот, и мне посчастливилось, и как раз мы сразу, когда народный танец... Сразу кавказский? Да, потому что я давно уже хотела научиться как раз вот. этому танцу, да, и как раз мы... И проект «Танцуй» на Якутия-24 дала вам эту возможность. Да, супер, отлично. Руслан,
Все, наверное, уже заметили, в первом этапе, когда мы только-только с вами познакомились, я видел этот платок. Это да. И сейчас она тоже с нами. Это какая-то вот, получается, она из оттуда и так, и где-то там, и завтра тоже она здесь. Естественно. Так. И с чем она вот связана? Это как, что это? Объясни вот про платок. Этот платок будет нашей историей, которую вы увидите полностью позже. Вот, отлично, да, сохраняем интерес, отлично, супер. Слева от нас стоят гости, это одноклассник и подруга, отдадим им слово, пожалуйста, познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я считаю, что лезгинка — это один из самых таких энергичных танцев. И хочу сказать, что в телевизоре это ощущается совершенно не так. Вживую это очень энергично. И считаю, что Руслан и Настя очень хорошо передали эту энергетику, харизму. Вот они показали это именно мимикой. И вот мне это очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Здравствуйте, меня зовут Александр. И я считаю, ребята таят от нас какой-то секрет, потому что за неделю поставить такой абсолютно номер согласен. Просто невозможно. Поэтому у них наверняка есть машина времени. И надеюсь, вы понимаете, что это будет продолжаться в дальнейшем, потому что ребята отлично выступили, соответственно, это будет в дальнейшем. Поэтому не забывайте про голосование. 5533, танцуй и номер 8. Молодец. Александр сделал работу Александра. И, конечно, да, мы напоминаем о СМС-голосовании. И номер вы только что услышали, так что голосуем. И, конечно же, члены жюри, вам слово, пожалуйста. Вы увидите продолжение вашей истории. 8 баллов. Виталина? Усложняйте и не бойтесь экспериментировать. И Дмитрий? 8 баллов. 23 балла получает пара под номером 8. Это Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Ну и завершает нашу программу пара под номером 9. Это Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Я считаю, что выбор в этом проекте именно народных танцев, я думаю, что это обогатит культурный проект, потому что именно в танце наблюдается менталитет народа, да? Может быть, есть какие-то следы исторического развития. Вот, допустим, если в танцах есть какие-то открытые движения, то народ может быть немного веселее, открытие, да? Народный танец, он очень интересный, на самом деле, это один из основных видов танца. Это очень хорошо, что у нас есть вообще народные танцы, то, что люди узнают народу вообще, как они танцуют, какая у них традиция на самом деле. Ну вот, мне очень нравятся народные танцы. Хочу отметить, что Оля еще как хореограф очень разносторонний специалист, скажем. Мы поставили современный танец, вы уже увидели, и народный танец тоже. У меня сразу свежие идеи возникают, уже знает, какие движения, как их совмещать, комбинировать. Я думаю, что это большое достоинство ее. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे
दिल तो है एक राही जाना, दिल की तुम मंजिल हो। दिल तो है एक कश्ती जाना, जिसका तुम साहिल हो। दिल न फिर कुछ मांगे जाना, तुम अगर हासिल हो। दिल तो है मेरा तन्हा जाना, आओ तो महफिल हो। Завершающая пара на сегодня – это пара под номером 9. Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Не забывайте голосовать за наши пары, чтобы поддержать их в дальнейшем в нашем проекте. Давайте обратимся к нашим судьям и послушаем их мнение. Аина Александровна. Ай, жених, Дмитрий. Сегодня я увидела настоящую индийскую свадьбу жениха и невесты. Очень атмосферно, очень энергично, очень ритмично, очень технически правильно выстроенный номер. Полностью использовали все танцевальное пространство. Какой между вами был контакт, коннект, как вы показали сюжетную линию, как вы заигрываете друг с другом. Потому что индийский танец, он действительно самый эмоциональный, самый отыгрываемый именно актерски. Правильно. Поэтому, Оля, ты супер красотка, ты большая молодец. Димочка, умничка, браво. Виталина, пожалуйста. Ну, танец-праздник. На самом деле очень зажигательно, очень интересно. Оля, ты молодец. Как держать, раскрывайтесь, творите. Дмитрий, юрист, я не ожидала, что так юристы могут. Первый танец, презентация, у вас был лирический танец, очень чувственный, нежный. И здесь такой контраст, просто слов нет, одно восхищение. И так держать, молодцы. Спасибо, Дмитрий. А Ольга Дмитриевич, за индийский танец спасибо большое. Необычный, жизнерадостный танец. Ну, индийские танцы немножко сложные, да? Школа Бхаратнатьям. У меня есть в репертуаре танец Золотого Бога. Но этот танец вот как-то жизнерадостный, правда? Да? Очень вот улыбчивые, да? Вот хочется после этого жить, творить как-то вот так, да? И Ольга очень гибкая, вот, да? И потом финал очень хороший, вот, да, поддержка наверх, успели вот как-то так, да, точку поставить. Ну, обычно так бывает, да, поддержка в финале, точка должна быть, очень, да. Ага. Это вы выдержали, все время вот так улыбались, вообще вот очень красиво. Костюмы очень хорошие, выдержанные. Вот, может быть, Дмитрий, может быть, какой-то головной убор, я не знаю, да, может быть. А по свету, по сдержанности, вот хороший костюм. И номер хороший. Спасибо вам большое. Да, действительно, спасибо судьям и провожаем вас на беседу с нашим Александром. Гита и Гита! Пожалуйста, на мой чудный голос аплодисменты! Дмитрий и Ольга, благодаря этой замечательной паре мы ощутили себя в Индии, в этой жаркой стране, и мы только что видели комедию, это фильм, это что? Это фильм, да? Наверное, это фильм, где острые сюжеты, где в конце поднимают и застыли. Я думал, реально, стоп-кадр какой-то я поймал, потому что он не двигался же, да? Поднял и замерз. Это было отдельные аплодисменты. Да, это было супер. Да. У Дмитрия точка во лбу. Это означает то, что надо его переименовать Дмитрий Юрис, как наши члены жюри его назвали. Итак, Дмитрий, пару слов о танце. Как вот это вот все вы воплотили за 7 дней? Как вы это сделали? Здравствуйте, дорогие телезрители. Ну, выбор по танцу, именно по народу, лежал, конечно, на хореографе Ольги. Вот, я ее идею, безусловно, поддержал. Но изначально я сам тоже думал, какой танец. Но у меня склонность была больше к лезгинке. К лезгинке? Да, но я Оле об этом не говорил. Она сказала индийский. Ну, хорошо, сделаем индийский. Сложность в чем была? Он очень энергичный. Вот музыку слышали, да, она очень энергичная. Энергично затратная. Нужно успевать все делать в такт музыки. Была в этом сложность. И вообще, еще момент, вообще Индия, танцы, да, это страсть, это эмоции. Это глаза. Да, это глаза. Зубы. Это кино, поэтому здесь нужно быть не только танцором, но еще и актером. Да. Вот, мне Ольга все время говорит: Дима, улыбайся, играй на сцене. А я, да. Но я думаю, что я сегодня
Нет, Лучше Дмитрий выступил, чем доказал, на да, то, репетиции, да. что актерская игра, кстати, у него была на высшем уровне. Спасибо потому что я большое, отсюда спасибо. смотрел. Улыбка там, руки здесь, глаза стреляют. Дмитрий сделал все, Спасибо. что надо. Ольга, итак, ну это было великолепно, великолепно. Как вы чувствуете себя после танца? Ну, хорошо, отлично. Все ли получилось, то, что задумали? Ну, вообще 90% да, у нас получилось. Мгм. Почему? А где остальные 10? Дмитрий не до конца поднял вас? Да, Надо было на нет, голову, что ли? я сам, когда танцевал, видел свои ошибки, Мгм. поэтому 90%. Она тоже, Ольга, видела, потому что она профессионал. Мгм. Поэтому она говорит 90. Это как критику я расценю и постараюсь справиться. Супер. И в следующий раз мы обещаем нашим дорогим телезрителям, что будет на 110%. И кто же вручил вам эти замечательные букеты? Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Катя. Я являюсь родной младшей сестрой Димы. Мгм. Ребята молодцы. Оля вообще красотка, то, что вот так все поставила, организовала, все круто. Дима молодец, я очень горжусь тобой. Для меня вообще удивление, что Дима согласился на это, и он в последний момент нам об этом сказал. Вот буквально вот, когда первый танец был, он фото отправил, вот я в студию. Что за студия? Мы телевизор включаем, вообще удивились. но- Шок. Да, Семейный шок. Да, мы Дима очень гордимся, Дима молодец. Мгм. И завтра он встает и говорит: я тайный миллиардер. Ага. Итак, мы продолжаем. Здравствуйте, меня зовут Анна, я двоюродная младшая сестра Димы. Я очень поражена и восхищена тем, как он станцевал, как он выступил. Я знаю то, что все мои братья и сестры очень талантливые, и спасибо Оле, то, что раскрыла Димин потенциал. Ну, я надеюсь, то, что в следующий раз он еще покажет еще больше яркости, энергии. Да. И мы, конечно, надеемся, да. И не забываем о СМС-голосовании по номеру 5533 с словом «танцуй» и с номером участниц. Итак, да, и сейчас жюри, я на вас смотрю. Члены жюри, пожалуйста, вам слово. Аина Александровна 8 баллов, Виталина 8 баллов и Дмитрий 8 баллов. 24 балла в общей сумме получает пара под номером 9. Это Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы останавливаем наше СМС-голосование. Идет подсчет голосов, поэтому не переключайтесь и узнайте, сколько же ваша пара набрала благодаря вам голосов. Через речушку лежала дощечушка, как по этой по дощечушке никто не хаживал, как по этой по дощечушке никто не хаживал, вот никто не хаживал, никого не воживал. Через речушку дощечушка, калиновый мосток, мой миллионок 100 рубил, да калин мостик подломил. За рекой машет милый мне рукой, машет милый мне рукой, да не хочу идти домой. Из ворот на улицу выходили красные девушки, на руках по соловья несли. Мне охота погулять, дружка мило повидать, но не смею молода по дощечушке ступать. Отколь взялся кудреватый паренек, да меня девушку завлек. Детинушка молодой, не женатый холостой, да сам веселый и боской. Меня девушку обнял, за хорошую посчитал, за хорошую, за пригожую сударушкой называл. Молодецики заплакали, вы гуляйте, красные девушки,
Перед вами выступил народный ансамбль русского танца при Доме культуры имени Кулаковского. Ярилов день. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Ирина Андроновна. Ну а сегодня прошел первый конкурсный этап нашего проекта «Танцуй». Конкурсанты, а это 9 пар, подарили нам самый настоящий праздник народного танца. Итак, давайте же пригласим их сегодня еще раз на наш паркет. Встречайте пару под номером 1 Евгений Атласов и Ольга Гаврилова. Пара номер 2 Александр Трофимов и Олеся Малеваник. Пара номер 3 Валя Татаринова и Авакум Алексеев. Пара номер 4 Катерина Платонова и Альберт Никитин. Пара номер 5 Алексей Семенов и Туяра Федорова. Пара номер 6 Дуалан Цюпандин и Матрена Иванова. Пара номер 7 Михаил Сафонов и Анна Пальто. Пара номер 8 Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. И Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова, пара под номером 9. Итак, дорогие дамы и, господи, какие красивые дамы у нас сидят в жюри. Еще раз аплодисменты вам, дорогие. И сейчас долгожданное. Сегодня самое наименьшее количество баллов от жюри набрали пара номер 2 Александр Трофимов и Олеся Малеваник. Пожалуйста. Так, спасибо. Итак, наименьшее количество очков от жюри набрала пара номер 7 Михаил Сафонов и Анна Пальто. И, дорогие телезрители, в течение недели до пятницы 12 апреля 17:00 пройдет голосование за 2 эти пары. В ваших силах оставить только одну из пар на дальнейшее участие в нашем проекте «Танцуй». Ну, как мы уже говорили, свои голоса можно отправить на СМС номером 5533 с номером, с словом «Танцуй» и с номером той пары, и которая наберет наибольшее количество, та пара и останется. Вот пара номер 2 Александр Трофимов и Олеся Малеваник, и пара номер 7 это Михаил Сафонов и Анна Пальто. Голосуем за эти два всю неделю до пятницы, до 17:00. Напоминаем, что на приз зрительской симпатии мы голосуем только в течение эфира. Ну что ж, дорогие друзья, вот и настала пора прощаться. Нет, мы еще не прощаемся. Мы еще не прощаемся, да. В данный момент нам сообщают то, что мы можем уже сейчас узнать, кто же лидирует пока. На сегодняшний момент на голосование приз зрительских симпатий. На кого наши дамы и господа телезрители дали более голосов. Итак, внимание! Внимание на экран! Алексей. Вы все сами видите. Кто у нас лидеров на приз зрительских симпатий? Другие пары также можете. Не отчаивайтесь. Потому что голоса меняются быстро, и это в течение недели эта картина может измениться в любую секунду, в любую минуту. А в данный момент мы видим то, что пара Авакум Алексеев и Валя Татаринова обладает сейчас. Аплодисменты им, 669 голосов.
И мы увидим, что же произойдет на следующей неделе. Ну что ж, дорогие друзья, настала пора прощаться. Мы встретимся с вами уже в следующее воскресенье на телеканале Якутия 24. Друзья, мы еще раз сейчас напоминаем о голосовании. Вы должны отдать свои голоса за эти две пары. За пару номер 2 и за пару номер 7. По голосованию они будут по номеру 5533. Номер 1 это будет Александр Трофимов и Олеся Маливаник. Пара номер 2 это будет Михаил Сафонов и Анна Пальто. Из этих пар мы с вами должны выбрать, кто же останется, а кто покинет наш проект. Итак, оставайтесь вместе с нами. Наши участники постараются все лучше, своим мастерством вас радовать каждый день. И, конечно же, танец – это здорово, ребята. Танец – это красота, грация. Всем я желаю отличного трудовой недели. С вами была очаровательная Евгения и Александр Луценко. До встречи. Всем пока.